Дошел до озера, где живут бобры. Там вижу новую осину свалили. Чистое озеро было, чистейшее озеро. Не знаю, во что превратили. Там хатка, сейчас посмотрю еще хатку. Схожу. Вот она. Ага. Весной здесь тулан нашел я их хатку. Бобры тоже плавали. Вход оттуда. Не знаю сейчас где они живут, но вроде как новых следов таких ничего нету. Медведь тоже не тронул. Хатка целая. Так, ладно. Здесь особо не хочется мне торчать. Быстро, быстро. Надо свалить отсюда. Так. Фух. Рябчиков тоже пока тут тишина, что-то у реки совсем тихо. Короче, тут у меня фотоловушка и стояла. Вот туда-сюда олень и бегала с теленком. А за ним медведь еще ходил. Основная хатка, наверное, на другом берегу. Старая там была. Короче, сейчас скрипит, гремит. Давай бойся, чтобы на голову ничего не прилетело, блин. Здесь тропа живая. Здесь кто-то ходит. Ну вот река, ребят. Вот здесь поворот. И здесь такой омут был. В общем, глубина, весло не доставало. А сейчас вот смотрите, даже островок такой тут. Вот это да, превратилось. Вот обратно плыть здесь надо мне. Чтобы не застрять. Как-то здесь, возле самого берега. Или между теми островами, может, под березой. Весной ту березу пилил, здесь завал был. Каждым годом все мельче и мельче. В будущем году вообще, наверное, невозможно будет пройти на лодке. Смотрите, середина октября, дождей вообще нету. Не понимаю. Так, ну ладно, сейчас смотрю, вот здесь тропа к речке идет. Это старая бывалая тропа. И уже планы на будущую весну уже ставлю. Вот здесь самое узкое место между озером и рекой. Тоже для фотоловушки интересные места. Ну посмотрим, это уже будет весной. Подумаю, куда ставить лучше. Где пройдет зверь, животное. Вот этого здесь такого большого не было. Это сейчас, наверное, летом натаскали сюда. Да, это, наверное, тоже. Здесь, может быть, даже и живут они. Что-то я отвлекся с этими бобрами. Так, как отсюда выйти?
еще второй есть. И там сзади еще два. Вроде не отлетел, вот где-то тут. Не, бесполезно искать. Шумно, ничего не слышно. Ничего не слышно, ребята. Вот он. Самец. Сорванец. Вот очередной рябчик. С бородой. Самец. Много прошел. Вообще в реке птиц нету совсем. И короче вот тут свистнул и появился сразу вот в двух местах. Как бы громко шел уже, здесь завалы, капец. И свищу, потом услышал свист. И с правой стороны вот пиканье, вот тут где-то. Я не увидел, чтобы он улетел. Может затаился где-то и сидит просто. До последнего будет сидеть. Вот, короче, свищу, я включил камеру, тыры-пыры. Камера выключилась. И рябчик в этот момент сзади меня сел. Я так разворачиваюсь под выстрелом, но он, ну, как сказать, невозможно. Вот так. На все 180 градусов надо было развернуться. Пока разворачивался, он перелетел на другое дерево. И испарился. Я его не увидел. Когда он успел улететь, не знаю, не понимаю. Потом думаю, я аккумулятор поменяю. И дальше буду свистеть. Шумно, блядь. Ничего не слышно. Ни звук крыльев, ничего. Слышу, что рябчик подлетел куда-то. Уже включился, и в этот момент он пересел на другую елку. Тоже, вот сами видели, в упор, во-первых, на открытое место. И вот когда твоя птица, он не улетает. И с близкого расстояния тоже. Куда прицеливаться? Под яблочко, в яблочко. Не понимаю. Вот пока не привык к охотнику 370. И, короче, от нижней точки чуть-чуть сантиметра 2 выше бахнул. Не в яблочко, а чуть-чуть середины яблочко выстрелил. И вот попал. Но думал, он улетит. Что-то он сразу упал и вроде как начал, думаю, он бежит, что ли. Вот. Наша птица. Все, бесполезно их дальше свистеть. Тут я имею в виду. Зашугал их и затаились, и елки. В елках очень трудно. Вот когда в сосновом лесу как-то он перелетает с дерева на другое дерево, больше шансов увидеть. А здесь в упор сидит, и вот там, когда на просеке, он, капец, только я смотрел и не нашел. Он взлетел и улетел. Ну вот, наконец-то еще одна птица. Не просто так я прошел здесь. И да, вообще надежды уже у меня не было. Как бы что-то пусто совсем в реке. Вот половину пути я прошел до избы. Сейчас еще половину мне топтать. Надеюсь, еще будет какая-то птица. Но этот, ну да, многие отвисли. Ниже тоже надо в середину, что ли. Не понимаю, надо возле избы еще выстрелить с 15 метров, куда пуля пойдет. Но это вообще тоже 20 метров на силы. Меньше 20 даже. Ну, отлично. Мала птица, но она вкусная. Идем дальше.
подранок наш. Куда тебе попал-то? А, крыло заело. Ну вот, ребят, удалось добыть. До этого в одного рябчика я стрелял в упор. Промахнулся. В целости, сохранности он улетел. А этот сидел, ослепляло, капец. Невозможно смотреть было, стрелять. И вот когда выстрелил, это получается 2 раза в него стрелял даже. 1 раз стрелял, он даже и не испугался, не улетел. 2 раз выстрелил, и он улетел. Смотрите, какая гуща. Но вот случайно, вот я прошел в одну сторону, иду, дай, думаю, уже, ну, бесполезно искать, дай, думаю, выйду. А он, оказывается, метров 30 максимум пролетел, и вот здесь засомневался, что-то, думаю, кусок березы, что ли, там лежит, а он живой, оказывается, еще был. Сейчас покажу рану. Вот. Он сидел вот так, вот этой стороной. Короче, входная пуля ногу задела. Вот так он пролетел, вот так. Вот. И с этой стороны вылет. Смотрите, рана какая. Я не знаю. Пол туловища, блин, вырвало. Вот. Такая рана. Видите? Как будто из карабина выстрелили. Вот. Это выходное отверстие. Входное отверстие, он тоненький, диаметром с пули. А выходное отверстие, когда в кость попадает или еще, он просто... Бывает, просто прошивает, как карандаш, пуля проходит. А бывает там выходное отверстие большое. И я вот именно показал вам, которым просто, ну, как сказать, когда у некоторых зрителей всегда все получается, и с одного выстрела у них все падает, и точно в глаз стреляют, и в десятку, и без подранков охота проходит, я не знаю, как они охотятся. Ну, в комментариях такие охотники. А в реальности вот пол туши на вылет, бывает, кусок мяса отрывают у птицы, и он летит еще в шоковом состоянии очень много. Не говоря о том, что дробь там на убой все прям... Также с дробью он летит и летит и летит. Так что бестолковые споры, у кого нет нарезного, всегда одобряют гладкоствольное оружие. Я не знаю. Ну и с нарезным, ребят, каждый выстрел, не подумайте, что каждый выстрел у вас будет там удачный или я не знаю. Вот результат, вот вам наглядный пример подранков, как добираем, как ищем, как все это происходит, с какими ранами птица еще может лететь и много летит, и хоть с карабина бей, все равно подранки там летят, и бывает камнем падают, бывает немножко задевает пуля, и он просто камнем падает. А я не знаю. Кто хочет понять меня, он поймет. Кто нет, так бесполезно нам доказывать, показывать. Все, я уже недалеко от избы, я уже дошел до избушки. Сейчас выстрелил, тулан залаял там. Я и не надеялся, что этого рябчика найду, но наша птица. И это хорошо. Я думаю, можно сказать уже, что сегодня удачная охота у меня тоже.
Добыл несколько рябчиков. Я доволен. Пошел без собаки и удачная охота. С собакой, ребят, мало когда удается. Глухарей нету, чтобы с собакой ходить. Завтра, конечно, пойдем еще проверим сосновый лес, а лучше так, без собаки на рябчика поохотиться. Думаю, толк больше будет. Пару рябчиков в день хотя бы, и то хоть что-то. Вот так поболтал немножко. Кто слушал, молодец. Он без денег выспался. А? Мычишь? Тулан? Мычишь? Отдохнул? Да, добыл. Да. Рябчика. Да. Сейчас отпущу. Пусть побегает потом. Сутки спал. Тулан. Сутки. Тулан. Тула. Что-то пролапал его. Опять заболела, что ли? Ну вот, сейчас отпущу. Вот смотрите, какая красота тут. С трубы почистил. И бывает это все загорается в трубе. И знаете, как, я не знаю, нехорошо горит. Очень сильно. Лучше вовремя почистить. Тут прочистная у меня. Все. В общем, решил, короче, почистить трубу. Накопилось уже очень много. Вот. Сейчас почищу и затоплю печку. За целый день, ну вот 6 часов, когда я уходил, там были еще поленья. Ну, печка горела еще, в печке дрова горели. А за целый день он просто все закончилось. Ну, не стараюсь, как бы уходя, подкидывать еще дрова, чтобы печка не погасла, когда далеко иду. Если поблизости, скажем, на час-два, то можно и большие полено там подкинуть, и он тлеет. Ну вот сейчас я почистил трубу. Тяга, конечно, будет лучше и безопаснее. Еще раз говорю, что вот это здесь было, она, получается, загорается иногда. И горит очень сильно. Что сейчас тяга вообще будет огонь. Все. Так, что тут у нас получается? Сюда перловку надо закинуть. Пусть еще покипит, потом перловку. И такая каша будет. Чайник еще долить воды. Ну и в принципе пол подмести. Пол подмести. И я не знаю, что дальше. Будем что-то делать. Просто так сидеть не стану. Вот палку занес сюда, рогатину. Пусть подсохнет. Сухая старая палка здесь была. Потерял. Ну, оставил там. Пока болтал, там где-то, наверное, и оставил. Вот, сейчас до завтра здесь пусть избушка будет, он высохнет. Намного легче станет.
Вот, потом дичь надо еще. Тулан вон там лежит. Еще надо дичь выпотрошить. Внутренности все вытаскивать. Когда долго хранишь, лучше внутренность сразу убрать. Вот, сейчас немножко отремонтировал топор. Вот. Вчера, в общем, вечером колол дрова как-то и сломал. Отпилил, короче, что я сломал, и по-новому зачесал туда, воткнул. Вот так. Топорная работа, конечно. Потому что ручка толстая, не для этого топора. Не подходит эта ручка. Вот. Дрова надо также заготовить. В принципе. И все. Может, на рыбалку еще схожу. Время быстро летит. Надо сперва чай. И этот. Где мой суп? Сейчас еще суп, ребят, подогрею. Суп подогрею и сперва покушаю. Иначе удачи не видать. Вот здесь у меня как бы вот тут я, в общем, ребят, сплю. Здесь у нас получается стол. Здесь отдыхаю. А тут сделал вот такую полку. Также прибил гвоздь, фонарик под рукой, чтобы было. И будильник, смартфон там ставлю туда. Вот я эту полку показал вам. И у меня подписчик Александр вроде как. Александром зовут. Который мне отправлял кронштейн. До сих пор он у меня дома. В пачке, в коробке. Тот самый, в чем я получал. Хотел сюда привезти. Все забываю. Что вот весной по нас приезжал. Надо там кронштейн, он как бы откидная полка получается. Хотел вот это кронштейн сюда привезти и здесь сделать такую полку откидную. Так что, Александр, пока никуда я этот кронштейн не использовал, но этот кронштейн как бы мне отправляли, чтобы я оставил в шалаш. Он дома. Ну, здесь по-простому, по-быстрому сделал такую полку. Пускай будет. Ну, там только смартфон и все. Больше ничего туда я не ложу. Раньше, когда курил, такие полки я тоже делал. У меня там пепельница была, сигареты. Ну и когда курил, я курил в круглые сутки. Ночью просыпаюсь тоже, когда бессонница, тоже курил. Ночью встаешь, куришь. Ложишься, куришь. И под рукой вот пепельница, сигареты. Сейчас как бы вылечился от этой заразы, от курева этого. Иногда бывает тоже хочется, но лучше держать себя в руках. Вот это в прошлом. После армии. Ну вот, ребята, остатки супа доем с чесноком, как всегда. Ну и майонез еще надо занести. Вот. Тут очень много, конечно, машкары даже. Машкара залетела. Еще поставил жариться рыбу.
жарить поставил. Там с икрой еще икра. Будет такой гуляш. Ну не гуляш, а каша. Получается перловая. Я не знаю, как это назвать. Перловка с внутренностями боровой птицы. Короче, царская еда. Нас ожидает ужин. Первые дни, конечно, консервы ел. А сейчас уже рыба. Пожалуйста, рябчик. Там еще варится. Бывает и вообще только на консервах приходится охотиться, жить. Смотря какой сезон. В этом году хоть немножко рябчик есть. В прошлом году совсем не было. Но черемух и много было. И рябина, черемуха. В основном черемуха. Черемуха и вот первый знак того, что боровая птица будет, я озвучивал это. Черемуха. Год, когда черемухи много, рябчики обычно есть. И когда шишки на деревьях. Тоже боровая птица тоже как бы выводки есть боровой птицы. Это шишки, это для них весенний корм. Когда раскрываются, семена на землю падают, и они им, считай, круглогодичный корм будет. Сейчас вот ягоды, почки сейчас березовые тоже. Весной по насту им будет семена от шишек. Так что как-то природа, круговорот такой у природы. Кормовая база всегда есть. Когда есть. Шишек давно уже не было, между прочим. Вот. Ладно, сейчас я ужинаю. Ой, обедаю. Чуть позже, может, что-нибудь еще расскажу. Показать-то уже нечего. Ну, всяко включусь еще. Вот. Воду похлебаю, там мясо, картошку, тулану там оставлю. Да, он уже ничего не ест. Кашу вот один раз хлеб приготовил с тушенкой. Второй раз кашу отварил. Пол кастрюля у него еще есть. И это останется еще. Послезавтра, если мы поедем, эта каша останется. Планы у меня съездить домой. Завтра еще побродим и поедем. Наверное. Так. Ну вот. Тут у нас все кипит. Там вкусняшка. Такой бульончик. Желудки, печень у рябчиков. И сюда добавлю, вот промыл холодной водой перловку. Такое количество. Наверное, чуть-чуть много будет, но ничего страшного. Густая каша будет. Да, Тлан? Одноногий, однолапный. Где-то поранился. Ну, так заправляю, в общем, перловкой. Посолил. И вчерашнего вечера там в желудке все мягкая, она сочная стала. Совсем мягкая, я сейчас попробовал, да. И он на медленном огне будет томиться. И уже на ужин уже будет блюдо вкусное. Люблю, я обожаю. Вот это я люблю. Это мое. Вот. Перловка это сила. Перловка это силы дает. Сытная крупа, или я не знаю, крупа жена она. 12 октября, день закончился. Немножко вам показал сегодняшнюю охоту.
приготовил ужин. Там рыба жареная. Здесь полный котелок. Смотрите, я не знаю, как это вам показать. Полный котелок перловки. Рассыпчатый такой получился. Вот. И печень, как и говорил, желудок. Вот. Очень много. Вот. На вкус попробовал. Обалденный. Перловка. Вот я показывал тарелка. Для этого котелка полный котелок стал. Приготовилась просто идеально хорошо. Рассыпчатая, мягкая, зернышко в зернышко. На сегодня хватит. И на завтра. Вот. Я вам показывал щуку большую. Я сразу убрал голову. Ну, замочил он в воде уже 2 или 3 сутки. Хотел из нее уху сварить. Может, сварю, может, как сказать, пожарить отдельно. Или же на приваду, чтобы поставить капканы на куницу, можно на приманку его тоже отделить. Я сейчас рыбу вот выпотрошил, почистил. Чешуя, внутренности, все это у меня идет на приманку, на приваду. Так я каждый год вот эту приманку отделяю, собираю, но бывает не каждый год я охочусь капканами. Вот в этом году также готовлюсь, посмотрим. Но обещать ничего не стану. Как жизнь пойдет, как здоровье будет, будет ли желание, будут ли следы. В прошлом году вообще одна куница на 10 кварталов, охотники тоже охотились, там пару куниц там наловили. Это не вариант. Не стоит этого, чтобы отходить, проверять, в снег ходить тоже не очень приятно. Ну, посмотрим. Самое главное, я подготовился. Уже в данный момент у меня достаточно стало приманки. И также у меня приманка приготовлена на первой избе. Там все лето я тоже собирал. И рыбу, и в основном рыба там тоже. Так что там-то я точно поставлю капканы. Будут или не будут куницы. Там маленький круг у меня и 13 примерно капканов. Там все равно. В прошлом году я ставил, в прошлый сезон вообще ничего не поймал. Позапрошлом там вроде бы пару штук поймал. Вот. Ну, что я еще хотел сказать насчет подранков сегодня. Ребят, у меня как бы сегодня были такие моменты, что вот я даже искал там, подранок, надо идти искать, искал, но, ребят, это подранок, можно даже сказать, не подранки. Во-первых, таких хлопков я не слышал, чтобы в тело так вот сильно попало. А перья шли. Перья шли и, знаете, в основном у меня подранки вот эти, так называемые, получались с малого, с ближнего расстояния. Перья упали, птица летит. Все, я думаю, там подранок. Ну вот, может и подранил немножко. Но не смертельные раны, я так думаю. Почему так, как я думаю? Я вот пришел в избушку, я сам не понимаю, почему у меня так с ближнего расстояния. Ну,
охотник 370, я еще привыкаю к этому патрону. Я в основном разными патронами стрелял, но не охотником. Потому что охотник очень громкий патрон. Старался брать матч, еще какие-то более простые патроны для рябчиков. И я пришел в избушку, я уже не стал снимать эти типа пострелушки, ничего так. В общем, с 50 метров сперва выстрелил, у меня одна пуля пошла вниз. Я думаю, что сбилась, что ли, этот оптический прицел. Потом второй раз выстрелил, цель попал. Ну, спичечный коробок. 50 метров, спичечный коробок примерно вот такой у меня мишень. Попал. Второй раз выстрелил, ну, это уже третий раз, имею в виду. Выстрелил, ну, буквально там 2 сантиметра разница от пули в пуле там опять попал. Все, значит, оружие пристрелено у меня нормально. Дай, думаю, я и с 25 метров с таким же прицелом я стреляю, как и с 50 метров. Под яблочку, скажем, и 25 метров также под яблочку. И дай, думаю, я выстрелю с 15 метров. Потому что сегодня моменты были такие, что вообще в упор птица подлетала, и с близкого расстояния я стрелял. И сперва также под яблочко взял, выстрелил, у меня туда и попало. Куда прицелился, туда и попал, под яблочко. Вот, моя ошибка, ребят. Я сегодня стрелял, как бы с ближнего расстояния, также думал, это... Мне казалось, что далеко, а он близко. Рябчик близко, расстояние близкое было. Не надо было на рябчика смотреть, а на дерево надо прикинуть. Дерево, а потом рябчик. И этот... Второй раз, короче, выстрелил яблочком, ну, в спичечный коробок в середину. Ну, точно в середину и попало. Значит, я сегодня бил ниже. У меня птица уходила, потому что пуля шла ниже. Может, немножко живот задел, может, хвостовую часть где-то вот задевала. Перья такие вот, где вот под крылом, вот такие вот перья вот на животе. Вот такие перья сегодня шли тоже. Но факт, что это касательные подранки, если и получились, то это касательно, но не в тело. Ну, бывает подранки, что поделаешь, ничего не поделаешь. Улетели и улетели. Птица бывает под ранком погибает, бывает самостоятельно, как я показывал, пятерку нашел, случайно наткнулся, там туша лежит. Умирают, что поделаешь. Я канал смотрел, с Коми Республики тоже, вроде Сергей, не помню канал, как называется. Не добрые походы, а другой канал. Как же автор Сергей, а таежные приключения или как канал называется, он наткнулся на тело лося. Вот тело лося лежит, и он смотрел, там, может, где-то рана, пулевое отверстие, и он ничего не нашел. И это говорит о том, что зверь, животное от чего-то тоже умер. Может, от старости, может, какая-то болезнь там у него. Всякое может быть. Так что разные случаи. Вот. Ну, сегодняшний день не рассказал, показал. Посмотрим, что будет завтра. Завтра снова хочется побродить по сосновому лесу. Посмотрим, что будет, как будет. Вот. Давайте. До завтра. Я сейчас ужинаю и уже спать. Ну как спать? Рано еще, конечно. Но фильмы у меня есть. Еще пару фильмов я буду смотреть кино.
Сытный ужин сегодня. Пока.